Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Табанов Алексей. Я ученик 10 Б класса Нельбинского технического лицея. Мой руководитель Федотов Виктор Иванович. Тема моего проекта — самодельный аппарат для контактной сварки. Что такое контактная сварка и где она применяется? Контактная сварка — это процесс образования неразъемного сварного соединения путем нагрева металла, проходящего по нему току, и пластической деформации зоны соединения. Применяется в промышленном, массовом и серийном производстве однотипных изделий. Проблема. Идея создания самодельного аппарата для точной сварки возникла после того, как при изготовлении декоративных изделий из металла потребовался сварочный аппарат. Так как покупать его не было возможности, появилась идея изготовить его самостоятельно. Актуальность является простота оборудования, прочный шов, экономическая выгодность изготовления, и самодельная контактная сварка может быть создана в домашних условиях. Целью является изготовление самодельного контактного сварочного аппарата для сварки тонколистового металла из трансформатора микроволновой печи. Задача: обзор специальной литературы о контактных сварочных аппаратах, составление плана работы и подготовка материалов для изготовления аппарата, изготовление контактной сварки и изготовление декоративных изделий из тонколистового металла с помощью самодельного аппарата для контактной сварки. Принцип контактной сварки заключается в разогреве металла, проходящего по нему току. Количество тепла, выделяемого в металле, определяется законом Джоуля-Ленца. Схема самодельного аппарата для точной сварки. Первое — это трансформатор из микроволновой печи. Второе — медные провода с площадью сечения в 10 квадратных миллиметров. Третье — это медные листы 3 мм для передачи тока из трансформатора к медным электродам. В нашем случае это медные электроды из втягивающего реле стартера. Пятое — основание корпуса сделаны из фанеры 10 мм. Сам корпус сделан из оргстекла 2 мм и кулер от блока питания компьютера. Для него потребовался преобразователь на 12 вольт. Электронная схема самодельного аппарата точной сварки. Основные детали изготовления самодельного аппарата контактной сварки. Этап изготовления аппарата: сбор корпуса, подготовка, покраска, сборка электронной части и готовые изделия. Характеристика аппарата питания осуществляется от 220 вольт, входной ток примерно 700 амперов, масса 4,3 кг, длина 46,5 см, ширина 13 см и высота 13 см. Сравнение с заводским сварочным аппаратом калибр СВА 1,5 АК. Толщина свариваемых материалов у заводского 1,2 мм, а у моего самодельного 1 мм. Вид свариваемых материалов: у заводского алюминий, медь, листовой металл, сталь. У самодельного медь, листовой металл, сталь. Количество сварных точек в минуту на стальных листах: у калибра СВА 6 штук, а у моего 24. Портативность аппарата: у заводского аппарата 520 на 140 на 245 мм. Вес составляет 13,8 кг, а у самодельного размера 465 на 130 и 130 мм. Вес составляет 4,3 кг. Экономический расчет. Мы сравнили с заводским сварочным аппаратом калибр СВА 1,5 АК, стоимость которого 10 тысяч рублей. Но наш самодельный аппарат по техническим характеристикам не уступает заводскому, а по цене стоит намного дешевле, так как был изготовлен из подручных средств и материалов. Техника безопасности. Перед работой на аппарате контактной сварки необходимо ознакомиться с техникой безопасности. Первое — это работать только под присмотром взрослых, что обязательно. Перед выполнением работ надо одеть халат, резиновые перчатки и очки для защиты глаз от искр свариваемых материалов. Перед включением в сеть 220 вольт проверить все узлы соединения и закрепления.
После окончания работы отключить переключатель от сети и хранить в недоступном сухом месте. Выводы. Изучив литературу о точно-сварочном аппарате, я узнал, что существует 4 типа сварочного аппарата: точная, стыковая, рельефная и шовная. Из этих типов мы выбрали точную, так как она более простая в изготовлении. По составленным чертежу и подготовленным материалам мы изготовили самодельный аппарат для контактной сварки. С целью проверки работоспособности аппарата мы изготовили из тонколистового металла декоративные изделия, цветок и подсвечник. В заключение я хочу сказать, что после выполнения работы изготовления аппарата и пробного испытания я пришел к заключению, что мой самодельный аппарат для точной сварки по своим характеристикам и надежности не уступает, а в чем превосходит заводской аппарат для контактной сварки. Стоимость самодельного аппарата выходит намного дешевле заводского, намного меньше, а вес в 4 раза меньше заводского. Поэтому я могу сказать, что наш самодельный сварочный аппарат будет использоваться в быту для точной сварки тонколистового металла и изготовления декоративных изделий из тонколистового металла. Спасибо.